Сибай. В этом городе властям Башкортостана и специалистам удалось погасить тлеющий карьер и стабилизировать экологическую ситуацию. Но неофициальная столица Башкортостана снова в центре внимания. Причина – инвестиционный Сабантуй Зауралье-2019, который временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров и его команда решили провести именно в этом городе. Начало форума совпало с 22 июня, Днем памяти и скорби. В Сибайском парке Победы трогательное мероприятие. Подумать только! Мы взрослые! И впереди у нас столько интересного! Звучит вальс, как символ любви и надежды. А потом была война. 1710 городов и поселков, свыше 70 тысяч сожженных сел, 27 миллионов граждан потерял Советский Союз в Великой Отечественной войне. Слово имеет временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Фаритович Хабиров. Накануне я подписал указ о праздновании 120-летия со дня рождения выдающегося военачальника, выдающегося сына башкирского народа Минигали Шеймуратова. Я в мае вместе с делегацией побывал в местах, где воевала наша легендарная кавалерийская дивизия, и увидел, с каким вниманием, теплотой местные жители заботятся о наших памятниках. Нам даже где-то, может быть, нужно с них и брать пример. Почтим сегодня светлую память тех, кто пал в боях, отстояв нашу независимость и свободу. Вечная слава! Рахмат, хурматли Ради Фаридулла. Эхо кровавых событий. Поисковые отряды в Новгородской области нашли останки Ефима Ивановича Назарова, погибшего во время Великой Отечественной войны солдата. Волей судьбы потомки героя – одни из организаторов Инвестсабантуя в Зауралье. Уважаемые участники митинга, вот у меня в руках солдатский медальон Ефима Ивановича. Именно благодаря тому, что поисковый отряд «Фронт» нашел нашего земляка, и прочтя этот медальон, стала известна судьба Назарова Ефима Ивановича. Я вручаю этот вкладыш медальона родным, чтобы вечно хранили они и передавали своим потомкам. Вечная память и вечная слава героям Великой Отечественной войны. Сцена, когда уходили, честно говоря, защемило у всех, защемило и у вас тоже. Да, конечно. Мы вчера были в Нефтекамске и принимали капсулу от рук участников поискового движения России. Безусловно, только благодаря им и благодаря этой акции под названием «Вернуться домой», которая организована поисковым движением и партией «Единая Россия», у нас есть такая уникальная возможность почтить и отдать должную дань уважения моему прадеду и сохранить его сегодня на родине с почестями. Ради Фаридович, вы говорили, у вас даже слегка голос дрогнул. Ну а как, это же действительно, это такая память, это очень
очень печальная история, очень трагическая история. И столько людей погибло. И видите, до сих пор мы находим захоронения, и до сих пор мы наших воинов поднимаем и устанавливаем места гибели, причины гибели и захораниваем. Это такая навсегда должна остаться в памяти нашего народа. Сегодняшняя дата еще и у нас и радостная, хорошая, перспективная. У нас деловое мероприятие. Да, у нас открывается сегодня первый форум зауральский, потому что наша цель все-таки раскачать ситуацию, экономическую ситуацию в Заурале. Вот, очень большое внимание мы уделяем Сибаю, районам, которые прилегают к Сибаю. Поэтому сегодня у нас, в принципе, напряженная большая работа. Временно исполняющий обязанности главы Башкортостана Ради Хабиров едет в Сибайский центр детского и юношеского творчества на площадку Инвест-Сабантуя «Зауралье-2019». Bizim ballarımız var. Балар мандат Manda kaldı. Artık birimde elle kadar yarar kanka çıkamadıydı. Assalamu alaikum muhterem il ağaları, havmağınız, hürmetli konaklar. Добро пожаловать, дорогие гости! Мы, представители семи родов, испокон веков собирались на Яен, чтобы решать самые насущные проблемы нашего родного края. Отведайте традиционный национальный напиток кумыс, чак-чак и каравай. Dear guests, please try our national cuisine, kumis, chak-chak and bread. Слово предоставляется Радию Фаритовичу Хабирову. Уважаемые друзья, дорогие сибайцы, если вспомнить, полгода назад переживали очень сложные для Сибая времена. Я хочу сказать, тогда вся республика и все жители республики протянули вам руку дружбы. И мы все вместе приняли участие в ликвидации последствий этой тяжелой истории. И у нас, на мой взгляд, получилось. Да, нам осталось дожать ситуацию, и в самое ближайшее время вы забудете об этом. Но в то же время события полугодовой давности нас натолкнули на мысль о том, что мы должны приложить еще больше усилий для того, чтобы мужественным, сильным, предприимчивым, хорошим сибайцам оказать содействие и начать борьбу с другой нашей задачей, с бедностью. И поэтому возникла идея, которая основоположником этой идеи был Назаров Андрей Геннадьевич, провести в Сибае Зауральский форум. Мы сегодня делаем первый шаг в этом направлении. Я пожелаю нам всем удачи. Я лично верю, что все у нас получится. Спасибо большое, Ради Фаритович. My English. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Güzel. Çok mutluyuz bu olmaktan. Her şey harikaydı. Siz neredesiniz? İstanbul, Ankara, İzmir, Urla. Evet. Burada olmaktan çok mutluyuz. We are honored to be here. I hope we want to make agreement between our cities. Да, я же учился башкирский язык. Я знаю башкирский, сложно будет сразу, а я учился в магистратуре университета Белькент.
Есть несколько моментов, которые, значит, мы могли бы быть полезны. Речь идет о цифровизации сельского хозяйства, речь идет о цифровизации управления городским хозяйством. Мы предлагаем совместно реализовать проект, основанный на геоинформационных технологиях. Первое направление – это сельское хозяйство. Это дает экономию средств в сельском хозяйстве и учет расходования мер господдержки. Один из базовых продуктов, так называемый телеагроном, оцифровка полей, такой достаточно ускоренной форме, который дает хороший энергетический эффект. Второе направление – это цифровая экономика и подготовка кадров. Сегодня в стране определены 5 центров, но будут определены в ближайшее время, критерии разработаны, и государственные муниципальные служащие должны пройти обучение. Бюджет страны выделяет примерно около 100 тысяч на одного обучающегося. Идея максимально обучить за счет федеральных средств наших ребят цифровым технологиям, потому что сейчас с этим очень тяжело. Спасибо, что сегодня вы с нами. Спасибо. Нам, две республики, я твердо убежден, мы должны сотрудничать, учиться друг у друга. Мы у вас очень активно учимся. Я бы что попросил в части вот вашей компетенции, я прошу вместе работать и вплоть до того, что собирайте круг наших специалистов, выезжайте в Иннополис, нас там готовы принять всегда как братьев нас там встречают. Абсолютно всегда. Ваши люди там работают. Но людей надо потихонечку, все, хватит, он же отдал. Мы готовы делиться экспертизой и знаниями, чтобы наши... Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас те предложения, которые поступили, они для республики интересны? Да, очень интересно. Да. Знаете, я уже говорил, что наш настрой очень активно взаимодействует с нашими коллегами из Татарстана. Ровно такую позицию придерживается и президент Татарстана Рустам Нургалиевич. Мы буквально вчера с ним об этом говорили. Поэтому то, что касается цифровизации, здесь Татарстан сделал такой серьезный шаг вперед. И сегодня мы с коллегами ведь что обсудили? Мы обсудили не то, что мы к ним присоединимся, а мы обсудили совместные проекты. Потому что потенциал, соответственно, и республики, и научный потенциал, и, скажем так, цифровой потенциал тоже довольно высокий. Перспективы развития Башкортостана в разноплановых инвестициях. Площадки на Инвест-Сабантуе интересные. Тема экологии – одна из основных. Вопрос сегодня по экологии. Глобальный вызов есть у нас. И со стороны нашего государства тоже вызов есть, потому что те предельно допустимые концентрации рыбохозяйственных водоемов, которые есть, они намного превышают сегодня те предельно допустимые концентрации, которые в развитых странах Европы и Америки есть. Это вы тоже об этом прекрасно знаете. И все дальше и глубже ужесточается. Это тоже вызов для нас, для того, чтобы мы реконструировали, перевооружали свои сооружения и применяли новые технологии. Все-таки дальше законодательство в каком плане будет развиваться? Ужесточение или все-таки послабление будет? Да, спасибо за вопрос. Да, ПДК «Рыбхоз». Вот сейчас установлены вот такие нормативы, которые установлены сегодня. Но я вам точно скажу, что через 5 лет будут установлены новые технологические нормативы, и они будут жестче. Еще через 5 лет они будут еще жестче. Это время дается вам для того, чтобы искать средства, технологии и так далее, и проводить перевооружение. То есть это не разовая акция, это постоянная работа, направленная на улучшение вашей деятельности и на улучшение качества очистки источных вод. По этому пути прошла Европа, по этому пути практически весь мир прошел, поэтому мы сейчас тоже идем по этому пути. Представитель молодежного парламента города. Давай. Сфотографируйте, пожалуйста. Города Сибая? Как у вас молодежные дела? Стараемся, работаем. Спасибо большое. Мы с вами тоже. Многодетная мама из Стерлитамака, руководитель ТСЖ. Из сферы, за которую хотела бы вас поблагодарить, за то, что вы инициировали ремонты подъездов, детские площадки. К сожалению, мое ТСЖ не попало, так как самое хорошее, глава сказал, так как самое хорошее. Ну, значит, следующий, да. Поэтому рады. Спасибо вам большое. Международный опыт маркетинга территорий. Еще одна площадка Инвест-Сабантуе Зауралье 2019 Сибае. Здесь много участников и тоже работают переводчики. На форуме представители 11 стран мира.
видим сегодня на нашем форуме, что самое главное, инфраструктура, конечно, важна, но впечатление, эмоции и новый опыт позволяют намного эффективнее продвигать локации, территории, делать их маркетинг. И то, что и Башкортостан, и Зауралье, и Сибай находятся в зеленой зоне, а не в красной, это тоже наш хороший потенциал на дальнейшее развитие. Как проходит форум? Он только начался. Вот мы провели двусторонний ряд переговоров. Вот сейчас как раз коллеги разошлись по панельным дискуссиям. Ну, само открытие было организовано. Важно, что приехало и зарегистрировалось, по-моему, что только 1800 участников. 11 стран зарубежных, что тоже впервые. Мы видели, сейчас на площадке переводят, так интересно, австрийцы, турки, еще целый ряд стран. Поэтому, знаете как, начало хорошее, а потом посмотрим. Мы же итоги потом подведем еще ближе к вечеру. Основа инвест Сабантуя – подписанные, а затем реализованные соглашения. Инвесторы разные. Например, фирма «Экопродукт» уже построила цех по переработке кумыса в Баймаке. И по итогам подписанных соглашений на форуме «Зауралье-2019» планирует вложить еще 130 миллионов рублей в 3 новых цеха в Баймакском районе и в городе Сибае. На форуме компания «Экопродукт» для всех желающих организовала дегустацию кумыса. Поскольку Баймакский район славится поголовьем лошадей, И особым вкусом. И особым вкусом, да. Вот и вы это правильно заметили, потому что свободный выпас и разнотравие это позволяет уникальный продукт получить. А вот наши ученые, которые с Московского государственного университета, на основе баймакской закваски, они ее разложили и сделали чистейшую баймакскую закваску. Вот. Это уникальный продукт. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот здесь у нас идет и дегустация, и реализация. Вот У вас уже вы продаете консервированный? Нет, это натуральный свежий. Консервированный, да, свежий. А сколько он хранится? 5 дней срок хранения. После открытия бутылки надо в течение 2 дней выпить, желательно. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы увеличить срок его хранения. Вот это сухой продукт. кобыльное молоко. Это можно разбавить и пить? Да, это просто... И сохраняются свойства? Все, абсолютно. 190% это чистейшее это кобылье молоко, натуральное. Это как и для ребенка, для детского грудного вскармливания отлично. Потому что кобылье молоко уникальный продукт, он максимально приближен к материнскому молоку. Ну что ж, спасибо, удачи. И вопрос у меня к вам. Скажите, как вам Сибайский форум? Нужно мероприятие? Сибайский форум? В принципе, наверняка нужно, если он позволяет, допустим, тому же самому бизнесу иметь какие-то, не гарантии, но хотя бы какой-то прогнозируемый вектор на ближайшие 2-3-5 лет. А вот и московские ученые, которые разработали уникальный продукт, который сейчас производят в Баймакском районе. Расскажите, что это за продукт? Да, это совместная разработка биологического факультета МГУ и ООО «Экопродукт». Собственно, уникальность разработки заключается в том, что создана технология, которая позволяет доставлять кумыс в отдаленные регионы. То есть, собственно, наша работа как микробиологов заключалась в том, чтобы отобрать уникальный микробный состав и на основе этого состава разработать закваску. И в дальнейшем продукт, который производится, он высушивается. И таким образом потребитель может взять сухую форму этого продукта в любой точке планеты, развести с водой и через 4-5 часов получить свежий кумыс. То есть перспектива дальнейшего развития между учеными Московского региона и Башкортостана есть? Конечно, конечно. И я думаю, я надеюсь, что это только такой прецедент, это первая площадка, и в дальнейшем таких заводов будет много. Еще одна интересная площадка форума «Зауралье-2019» – заседание инвестиционного совета. Лучшие практики и, как пример Башкортостана, в каждом муниципалитете вводится должность замглавы по предпринимательству.
Мы хотим понять, в Республике Башкортостан специфические проблемы у предпринимателей или они схожи с другими субъектами Российской Федерации. Ну, понятно, что Москва – это самый инвестиционно привлекательный регион Российской Федерации, и там, наверное, есть свои нюансы, но, тем не менее, Татьяна Владимировна, вот ваша позиция, схожесть, не схожесть, какие сегодня тренды в проблемах предпринимателей? Конечно, эта проблематика бизнеса по всей стране, она очень схожа. Центры услуг для бизнеса, также такие некие бизнес-МФЦ действуют по всей территории Москвы. Я думаю, что и в Башкирии надо развивать это направление. В плане инфраструктуры защиты бизнеса, конечно, Башкортостан, как я уже сказала, образцовый регион в плане инфраструктуры по защите бизнеса, и мы ориентируемся. Например, вот сеть общественных представителей в каждом муниципалитете, который у вас есть, да, мы только начинаем с этим работать, у нас пока только в одном регионе. И ЦОП «Бизнес против коррупции», который, к сожалению, в Москве не работал, вот сейчас мы начинаем эту деятельность, тоже будем брать опыт Башкортостана в том числе. Владимир, спасибо. Но вот вы можете к нам направлять тех предпринимателей, которые недовольны инвестклиматом в Москве, Башкортостан? Мы для них лучшие условия создадим. Конечно, с удовольствием, Андрей Геннадьевич. Я представляю второй потребительский рынок Российской Федерации. Это фэшн-ритейл. Одежда, обувь, сумки, аксессуары и же с ними. После продуктов питания мы вторые. Я когда смотрю выручку своих торговых сетей, у меня в Башкортостане есть небольшая радость. Вот там бывают такие периоды, когда мои магазины почему-то по 3 дня закрыты. Почему у меня тут магазин 3 дня работает там в Салавате? А потому что разобрам и семейные ценности, да, что люди делают? Запрещено, да, там работать. Вы должны пойти отдохнуть. Так давайте, боже мой, сделаем воскресенье выходным днем наконец-то. В Италии с 12 до 15 поели, 3 часа закрыли, потом с 18 открыли. Зато будем соблюдать закон, будем честны, и потом не будем бегать от ФНС, от органов, которые в принципе правы. Они-то правы. Вот такой опыт был где-нибудь, вот, ну, просто, может быть, вы где-то слышали, в каких-то субъектах Российской Федерации инициативно кто-то, ну, в таком понятийном плане не устраивал такие вещи? Я бы как поступил, например? Я бы, вот, еще раз говорю, как бы, фантазируем, да? Ну, условно говоря, первые воскресенья каждого месяца все торговые центры закрыть. Вот, как бы пощупать, вот, что произойдет, да? Нигде не было, вот, не знаете? Я попытался это сделать в городе Пятигорске, где у меня есть там торговый центр, рынок, там всего 5 торговых центров. Я говорю, давайте мы будем кинотеатры не будем открывать в 9 утра. Потому что нет людей. Зачастую, у меня там есть кинотеатр, зачастую там просто покупают пару билетов, сами покупаем для вида, да, чтобы показать потом прокачку, что но типа получилось, сеанс. нет? Невозможно. Предприниматели договориться между собой не могут. Мне ваша идея тоже нравится. Я оставлю если книжку, да. По воскресеньям универмаги все закрыть, там торговые центры, у нас может рождаемость повыситься. Рождаемость, это демография. Дальше, это внутренний туризм. Понимаете, мы не можем... Нет, это правильно, потому что... Нет, это внутренний туризм, потому что мы не можем, семьи разорваны. Нас семьи могут заставить только в выходной пойти в торговый центр, а тут он закрытый. Отлично, да? Это хороший выход. Вы знаете, вот я еще почувствовал одну вещь, обращаясь к своим главам администрации. Вот когда бизнес поймет в ваших действиях искренность ваших намерений, и что вы ни один случай обращения к вам бизнеса не оставляете без отработки, без внимания, вот тогда, как говорят в шутках, люди к вам потянутся. Вот тогда вот то какое-то аморфное явление, то, что мы называем бизнес-среда, обретет реальные черты и начнет работать. Недавно на Питерском форуме президент Российской Федерации назвал в своем выступлении в рамках пленарного заседания Республику Башкортостан как одного из динамичного регионов с точки зрения динамики роста и изменений по созданию условий для бизнеса. Действительно, те регионы, которые сегодня создали максимально качественную инфраструктуру и работающие механизмы, то там и объемы инвестиций растут год от года. Ну и завершая, почему мы сегодня здесь? Почему именно Сибай? Знаете, да, всегда наше Зауралье требовало особого внимания. В Уфе уже все по 25 раз были, но не все были в Сибае, не все видели, что и в Сибае есть чем заняться. Нашей территории, природные запасы, которые у нас есть. Наша работа по поддержке, развитию экономики, по поддержке развития бизнес-предпринимательства в муниципалитетах Зауралья будет носить последовательный и приоритетный характер. Спасибо за внимание.
Как прошел инвестфорум? Мы обменялись мнениями. Кстати, вот нам было интересно понять мнение наших коллег, которые приехали, в том числе вот и из Москвы, что волнует предпринимателей. Знаете, довольно большая проблема у всех предприятий – это деятельность контрольно-надзорных органов, поэтому вот будем думать, как здесь подкорректировать эту ситуацию. Были интересные предложения, Да, например, о выходном, воскресенье. А мы подумаем, мы на самом деле подумаем. Это вот, как знаете, как пятидневку, когда вводили, мы тоже думали плюс и минус. Посмотрим. Готовых решений нет, просто пока подумаем. Спасибо. Спасибо. После заседания у вас какие мысли? Сейчас ведь были предложения достаточно интересные, а с другой стороны неинтересные, может быть. Нет, ну, все предложения, которые от бизнеса, они все интересные и заслуживают внимания. Вот, я думаю, что мы договоримся такие встречи делать регулярными. А самое главное, я буду рада, если те предприниматели, которые сегодня присутствовали, они также войдут в рабочие группы агентства стратегических инициатив и будут эту повестку уже на постоянной основе продвигать на территории Республики Башкортостан. Я думаю, они тоже будут рады такому предложению. Спасибо. Удачи. Важная часть делового форума – подписание соглашений. На инвест Сабантуя в Сибае достойный результат. 8 проектов на общую сумму 70 миллиардов рублей. Подписывается соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Союзом агентств развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и правительством Республики Башкортостан. Обидно как бы терять вот этот фокус внимания на город, да, и, конечно, сегодня это один из таких хороших элементов, да, для того, чтобы свой фокус перекинуть на уже направление инвестиционного развития региона в целом. Наш следующий спикер Любомира Ганчева, политик из Болгарии. Она является вице-председателем партии «Альтернатива болгарского возрождения» и признанный в Европе эксперт по молодежной политике. Были единственной партией в ближайшие годы, которые боролись против санкций против России. И я здесь верю от всей души, что Болгария и Россия не только потому, что эта дружба установилась 140 лет назад, но я надеюсь, что эта дружба продолжится и в будущем. Это гораздо лучше, чем конференция в Вене, которая прошла в прошлом году. Но также люди. Я очень много слушал людей, и я чувствую, что действительно они всем сердцем желают изменений, они всем сердцем радеют за свой регион. Всем огромное спасибо, что вы подписались на нашу авантюру. Но подчеркиваю, что мы упорные, последовательные, и все у нас получится. Спасибо большое. Вы несколько раз сегодня произносили словосочетание «борьба с бедностью». Есть уже понимание, что делать? Развивать экономику, вот и все. Развивать экономику, больше ничего. А в целом, вот борьба с бедностью для Башкортостана это очень болезненно? Понимаете, наверное, даже не очень популярный тезис-то, в общем-то, высказал, потому что сейчас прозвучит так, что как будто мы самые бедные. Мы далеко не бедные, но, понимаете, у нас все-таки довольно большая часть людей живет за чертой бедности. Вот эту часть нам нужно вытащить на нормальный уровень. Плюс даже те, которые живут выше черты бедности, они должны жить лучше. Поэтому я назвал для себя, да, это может быть такой, я бы даже сказал, эпатажный призыв, но просто я хочу четко обозначить, какая у меня цель. Цель конкретная, чтобы вот в конкретном доходе денежном, в конкретном комфортных условиях жизни людей. Ведь иногда хорошая жизнь – это не только количество зарплаты. Можно получать чудовищные зарплаты, а жить в вечной мерзлоте, например, где нет ничего. А задача наша
получать хорошие зарплаты и жить в очень комфортной вокруг тебя среде, безопасной, комфортной городской среде, кушать экологические продукты, ходить по улицам ночью, ничего не бояться, детей отдавать в самые хорошие школы. Понимаете, это вот такая большая задача. Рад Фрич, но ведь не все руководители регионов смогут так честно сказать. Бедность, вы же вызываете огонь на себя. Ну, иногда же для того, чтобы проблему решить, надо ее актуализировать очень серьезно. Этим занимаемся.